Этот заброшенный дом принадлежит семье Исмаила Бисаева. Здесь проживала целая династия. По стечению обстоятельств родные стены пришлось покинуть и переехать в селение Мушичи. Однако спустя годы Исмаил вместе с родными готов вернуться в отчий дом. Вот это возвышенность, где воинское подразделение стоит. По эту сторону погода другая, за хребтом другая погода. Погодные условия здесь очень хорошие по сравнению, да, например, Асовское ущелье и Фортанское. Здесь другая погода. Конечно, хотят люди жить, но условия создать, и люди будут жить. Желающих перебраться в эту местность немало. Сельское поселение было основано еще в 1801 году. Изначально здесь насчитывалось более 300 домов, осталось 18. Пообщаться с местными жителями и узнать о том, каким они видят развитие села, приехал председатель правительства Ингушетии вместе с представительной делегацией министерств и ведомств республики. خد مالطا درك حمد يحكي تاكو مينستر يرتبوها مينستر وهو حد دحنس فريشي ملا نقص جيش خوجي شي اور تمس اور حب يحكي بتاك ناخذ 10 قيتيس بين بها فديس يا محمد حوجه يرتو مصداق دي مصلحتي حن خوجده في تاكو تناخذ بوه بس حوال ملا ملا شوفو نقص دد حاجه بموت يجري هنا صوت حاجه كباخ بيزن بول منو باخ بيزن بول سقي صوت اجج اوز بياخ بول نخل بيت ارا هري ده سخ اوز بياخ تا بيزل بلي ما قاعد خدي اجنخ بلي تنياخ قستا تنياخ ترج اديخ كاخ حدا قد مشاهد يقدر ولا حساب على وش الموتيجي يزري تاع زين قوت كان بس حواش تخليك تاع داب وما دا وش كان حنسه اي شيء وخلص يرتغن بجن عليه بوي أسطع عليه بوي وس سياس بات باتت بوت حاني كسنور دقدو تقلاش كي موجي شنصير استعتو شو حتقول دقا ولا شيل خديوان شي دقا ويا واخد حم حدي واس اتمت جرير تحك ازك كانت اياس تنوقص اجدش سوسياليش نحاول نقول واخد اخ بجن اليوم كريستيانسكي فيرمسكي خزايس حي لي ودوبنا متكير ناغا بجن نوق داتا نيا مش النوق داتا بالحليل دي متكير واخ متكير او ديك حقوق ديك حمد ولا قواش. Почти опустошевшее в 90-х годах селение Датых будут постепенно обживать, пока людей останавливает только отсутствие необходимых для жизни коммуникаций. Газа и света здесь давно нет, а водоснабжения не было и в помине. Людям приходилось набирать ее из реки Фортанга. После появления необходимых благ многие готовы вернуться в родные края и уже занялись оформлением всех необходимых документов на участки и собственность. В этом населенном пункте все участки имеют хозяева. Ну да, мы хозяева, которые сейчас мы последние годы, не считая этих 18, мы 105 человек выдали постановление, районная администрация выдала постановление и отмежевали с соседями, с родственниками, как, чтобы каких-то претензий не было. Вот эту мы работу в прошлом году провели. Осталось еще, участковый 40 еще осталось людей, примерно мы знаем, они должны еще очистить его, размежевать и дать документы. Они мне дают документы, я ходатайство отдаю районной администрации, районная администрация выдает постановление. Но это осталось еще человек 40 еще осталось. Остальные люди уже получили. Выслушав мнение жителей, Зелимхан Евлоев провел совещание. Представители министерств и ведомств предложили свои идеи и проекты по социально-экономическому развитию сельских поселений Датых и Алкон. Приоритетным направлением власти видят развитие животноводства и историко-туристических маршрутов, в том числе и в дальнейшем предоставлению личных домов в качестве мини-гостиниц для увеличения турпотока. Вот если и тот же Датых, и тот же Верхний Алкон, если люди, живущие, они предоставить свое свободное помещение как под гостевой дом и также и подсобное хозяйство, которое с натуральным продуктом, то это будет тоже вот подспорье, и данные гостевые дома, они будут включены и в реестр, и о них будут знать потенциальные туристы, которые приезжают. Именно вот этот же участок дороги, он же довольно-таки популярный, да, все маршруты. Заработают после заселения новая школа и детсад. Это совместный проект на 120 мест. В рамках программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 16-25 годы и госпрограммы развития СКФО на период до 2025 года предлагается реализация проектов с участием инвесторов, в частности, связанных с месторождениями соли и известняка на территории 2 сел. Которые нужно разрабатывать в промышленном масштабе. Вот, есть каменная соль. Вот, если инвесторы найдутся,
Мы со своей стороны готовы их привлечь в управление Минкавказа. Есть программа, очень интересная, хорошая программа по софинансированию любого проекта для любого инвестора. Еще одна проблема. В селении Датых отвратительное состояние дороги. Начальник Ингушавтодора отметил, что этот вопрос будет решен в короткие сроки. Если не помешает погода, новое гравийное покрытие появится уже через месяц. После благоустройства дорожного полотна начнет курсировать и общественный транспорт. Если там люди будут жить и будет необходимость транспорта, никакой проблемы нет. Мы вот сегодня можем запустить туда транспорт. Значит, как только Батыр сейчас дорогу сделает, мы посмотрим, может быть, один рейс утром, я не знаю, или там вечерний, хотя бы один рейс может организовать. Рейс ходил уже. Еще что там можно будет сделать, вот если школа и садик там будут строиться, за счет федеральных средств там можно будет интернет, скоростной интернет провести. В завершении встречи председатель правительства Ингушетии поручил министерствам в течение недели проработать все вопросы по представленным предложениям. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.